Представьте, есть такой праздник – День отогревания в кофейнях. И его празднуют именно сегодня, 22 ноября. Замерзнув окончательно от осеннего холодного ветра, мы оказываемся у двери кофейни, которая манит нас теплом, уютом и пьянящим запахом кофе. Здесь можно посидеть, согреться, выпить чашечку ароматного кофе и даже погадать на кофейной гуще. Сегодня кофейный маг Азат поделится с нами о том, как культура питья кофе завоевала мир и почему кофейни стали местом силы и встреч. Одни из первых кофеин были в Константинополе. И там кофейни делились на различные интересы. То есть где-то собирались по интересам по музыке, где-то авторы каких-то произведений. И даже были кофейни, где проводились различные заговоры, революции. То есть придумывали, как свергнуть правительство в той или иной местности. И таким образом кофейни получили место силы, в которой собирался народ для того, чтобы решать определенные вопросы. Утро каждого француза начинается с большой чашки кофе с молоком и обязательно в прикуску с хрустящим багетом или свежеиспеченным круассаном. За вторым завтраком пьют уже крепкий черный кофе из маленьких чашечек. Кофе в Бразилии пьют чуть ли не с младенчества. Детям напиток разбавляют молоком, а взрослый человек, который до сих пор пьет кофе с молоком, не может считаться полностью зрелым. Итальянцы сами пьют очень часто, вот по утрам они пьют капучино. То есть для них молоко – это кальций. Утром нужно как-то обогащать свой организм энергией, кальцием, и пьют капучино. Эспрессо, есть время для эспрессо. То есть для них это своего рода традиция. Даже у эспрессо есть перевод «быстрый прессованный кофе». Таким образом, во время работы, либо перед какой-то встречей они могут выпить эспрессо и идти дальше. История введения в культуру кофейного дерева напоминает приключенческий роман. Согласно старой арабской легенде, один пастух в Эфиопии как-то обратил внимание на то, что его козы, наевшись ягод с невысокого дерева, не спят, а пасутся всю ночь. Он рассказал об этом муле, чтобы спросить его совета. Мула и испытал на себе действие этих ягод, чтобы снять сонливость, временами одолевающую его в мечети. Так было открыто действие кофе. Кофе является магическим напитком, который объединяет людей. Он реально объединяет, да. У него есть запахи, которые успокаивают. То есть запах кофе, он успокаивает ум человека для того, чтобы появилось доверие. Появляется определенное доверие между людьми, и они начинают делиться своими мыслями. И эти мысли могут быть очень разные. То есть это политические, может быть, моральные, этические, духовные какие-то мысли у человека, и он хочет этим поделиться. Таким образом поддерживается разговор. А вообще кофе действительно волшебный напиток. Ведь сколько людей появилось на свет благодаря приглашению на чашечку кофе.